правосудие в нашей стране напрочь отсутствует. Как политически мотивированные дела штампуются фактически, когда суды не рассматривают дела объективно, когда они не хотят смотреть, изучать доказательства, такие как, например, видеодоказательства. Сегодня уже даже при рассмотрении дел ГИБДД в законодательстве предусмотрено исследование аудиовизуальных доказательств. Но судьям в Москве это неинтересно, они не хотят даже рассматривать не только те видеодоказательства, которые снимали люди, которые там были, даже те видеодоказательства, которые снимали камеры, установленные полицией. Потому что для них главное это осудить человека под любым предлогом. Режим должен видеть, что люди не боятся его, потому что самая благодатная почва для увеличения репрессий – это тогда, когда люди боятся. То есть мы должны высказать, мы не должны бояться, мы должны отстаивать свои права. Власть портит людей, поэтому мы говорим, что сменяемость власти должна быть. Какой он хороший, нехороший, а все равно он должен слышать правду и нести ответственность и подвергаться критике в том числе, и не бояться ее. Оппозиция – это как лекарство от болезни власти, я считаю. Понимаете? Поэтому не бойтесь ее критиковать, не бойтесь. Я к этому призываю. Требуем от президента РФ и Госдумы РФ ввести в Уголовный кодекс статью об уголовной ответственности за одобрение деятельности преступника против человечности, организатора геноцида советских народов Сталина и его подельников. Имеется в виду установка памятников, публикации в печати, на телевидении и интернете. Если сегодня посчитать по пальцам, по головам всех тех преступников, которые сегодня управляют нашей страной, то наберется не меньше, чем было репрессировано во время Советского Союза. Наберется гораздо больше. Давайте сами посчитаем, грубо говоря, по пальцам. Да? Можете помогать мне. Путин, Медведев, Миниханов, Мечин. Да есть варианты еще, давайте. Сечин. Кто еще? Валов, Ротенберг, Вексельберг. Какие еще? 30 тысяч судей примерно. Вот. Итого. Наберется все 2 миллиона, не меньше. У нас есть два пути. Сдаться и быть раздавленными системой. Либо мы будем сражаться до конца и побеждать. Театр абсурда, который сейчас творится, что во время блокировки интернета, телеграма, первый раз я выходил против блокировки в интернете. То, что происходит сейчас, политические репрессии, московское дело. То есть, как говорится, нет слов. Что такое московское дело? Московское дело, на мой взгляд, это политической точки зрения, это кризис легитимности власти. Что у нас произошло в Татарстане? То же самое. Кризис легитимности. Все прекрасно знаете, какой результат на самом деле на выборах в Госсовет получила партия «Единая Россия». Никакие там не 72%, а в 2 раза меньше. 33-35%. Германия при Гитлере, Северная Корея при Ким Чен Ыне, Советский Союз при Сталине, Россия при Путине. Что такое? Это сильные государства, где слабое гражданское общество и где проходят политические репрессии. Почему в России сейчас политические репрессии проходят? Потому что в 1991 году при разрушении Советского Союза не произошло люстрации, и деятели из КПСС остались во власти фактически. Естественно, они правят старыми методами. Вот. И я надеюсь, что прекрасной России в будущем мы проведем иллюстрацию мирную. Никого не нужно убивать. Ничего, просто мирно отстранили от власти. И дальше уже суд, настоящий суд, да, не телефонный, решает их судьбу. Все.